Добрый день, дорогие друзья. Чтобы не спугнули, буду тихо говорить. Там у нас братишка отдыхает, газует, как обычно, на меня, когда подхожу. Там у нас Луя, Синай, Куба, там Вега, тайга новая. Смотрите, стопроцентный волк. А как издает якобы лай. Кела, привет. Посмотрите, друзья, у нас гости да гости. И... ежедневно. Только это не выставляй. Выставлю, где вы там целовались. Да, красота. Быстро вообще. У нас, посмотрите, друзья, сколько снега. Вся стоянка заметена. Ну ничего, время найдем, ее почистим лопатами. А так красота вообще. Класс. Оп. Закрывайся. Вот у нас камера стоит, кстати, на въезде. Красота какая. Все следит, обзор чуть ли не 360. Поэтому у нас все охраняем, дорогие друзья. Все видно. Сергей в настроении хорошем приехал. Сергей, ну вы что, сразу работу проверять приехали? Здравствуйте, как вы там? Нормально все? От вас резиной или чем это? Да я не знаю. Резиной, да, пахнет. Резиной? Да, сильно резиной. По-моему, вы когда заехали. Сергей. А я забрал пушечку, сейчас обложу вот эту вот машину, чтобы ее внутри отогреть. Я не знаю, утеплителем обстать или чем. Сейчас грел горелкой, нифига не помогает. Надо батарею, может, туда. А я пушку взял маленькую. Слушайте, а это не у меня там пахнет резиной? Так, ну-ка. Оба! Да нет, у меня не пахнет, в принципе, работает. Надо ее выключить. Все, выключили. Вот такую приспособу сделал. Поставил туда пушечку. Еще надо вот эти вот закрыть части. Ну и все, вот так по кругу снегом обсыпал. Надеюсь, оттает за пару часов. Ари у нас злая. Кобра, настоящая кобра. Вот как хотел ее назвать коброй, она свое имя оправдывает. Прям 100%. Ну, я не смотрел «Игру престолов», поэтому не знаю, как там Ария была. Ну, я прочитал про нее, в принципе, тоже под описанию подходит. Но кобра больше всего, у нее не отберешь еду. Очень такая. Умка, привет. Вот умочка вообще спокойно. Ее можно и погладить. И все, вспышку не буду тебе в глаза. Едят можно так. Ох, злюка какая. Какая злая ты. Вот вкусняшки вам. А ты хулиган.
Мешок хочешь достать? Да? А Литка сидит. Посмотрите, какая волчица прям. Баки пушатся уже. Вообще. Память закончилась. Злюка, вы посмотрите на нее. Злюка. У нее зубы такие уже огромные. Ей 8 месяцев будет. Сейчас посчитаем. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Да, ей 8 месяцев будет. Она уже такая хорошая, мощная. А ты чё, пупс? До сих пор шрам от клеща остался. Красота. А ты медведь, да? Умка, посмотри, как распушился вообще. Ужас, какая шерсть огромная у тебя. Подстричь тебя, что ли, а? Акела у нас шерсть. Фурии кусает, бегает за ней. Он отщипнул кусочек. Акела. Беспредельщик вообще. Сейчас вспышку выключу. Вон, видите, висит. Друзья, очень много работы у нас, поэтому стараюсь по максимуму снимать, как получается. В общем, строго не судите по видео, что такие нарезочки. Есть время, зашел, поснимал, ушел дальше работать. Видели, как Акела ускоряется? Иди сюда. Иди сюда, Акела, идем. Иди ко мне. Иди сюда. Что-то она ему не нравится. Ну, время еще мало прошло, в принципе. Они, видите, он показывает, что этот, что там доминирует. Вроде бы две альфы встретились. Ну, посмотрим за развитием событий, что будет дальше. Если пойдет что-то не так и форс-мажор, естественно, придется фурию нам отсаживать. Буду думать, что дальше делать, кем ее вязать, потому что это все серьезно, времени нельзя терять здесь. Акела? Акел? Акела, иди ко мне. Иди сюда.
Я пошел туда в пруд. И он тоже, смотрите, проверяет, куда я ходил, что я там делал. Тоже спускает. Следов до этого не было, что они туда спускались. Все повторяет, все изучает. Ну как они красиво-то смотрятся. Белый и черный волк. Красота вообще. Фурия, находи подход к нему. Ну молодец, самец, самец. Иди сюда. Идем. Теперь Фурия пошла проверять, что там у нас было, что туда он ходил. Как интересно же. Фурия, Фурия.
у арктических, у полярных и вообще у всех северных волков одно отличие от всех остальных. Это их вой. У них вой очень сильно отличается от обычных серых волков, которые живут в степи, на Кавказе, пустыне, вообще везде, где есть остальные волки южные, сибирские и тому подобное, отличается вообще от северных. У северных намного громче, жестче и басовый вой. Накела подключился. Подключилась там. Очень редкие кадры, друзья, когда я здесь стою и все завыли. Очень редкие. Валенды тоже вон завывают. Где продолжение? Фури. В общем, такие дела. Ой-ой-ой, какая грозная. В принципе, это сам... О, у меня аж просто по мне вибрации идут от ее воя. Видите, еще подлаивает. Это тоже естественно для волков, в принципе. Вообще волки не лают, но вот такие звуки, то, что у нас здесь западносибирские лайки, валенды, они все равно перенимают, повторяют и, в общем, могут тоже так подлаивать. Но это тоже большая редкость. Это огромная редкость, вот так услышать, что волк подлаивает. Например, от брача я еще за 1,5 года не слышал. От акелы за 6 лет 2 раза слышал, как он подлаивает. Когда с западносибирскими лайками он сидел, я уезжал почти на 2 месяца на сессию. И когда приехал, он начал, грубо говоря, облаивать меня. Я офигел тогда. Я не понял, кто такой, думаю, басистый. Вот, научился. Также Александр Зубов рассказывал. Это промысловик-охотник. Вместе занимаемся селекцией по валендам. Вот. Ну и, естественно, Алексей Марченко. Вот, нас трое. Мы, в общем, он рассказывал, что чтобы получить какую-то добычу на охоте, его волк, у него тоже был волк сибирский, он подлаивал на глухаря даже, чтобы получить какую-то, чтобы ему перепало. Там глухарек какой-то или еще что-то, он подлаивал. Поэтому волки тоже могут подлаивать. Это, конечно, редкое явление, но все же. Ну, еще раз, вот самое такое отличие, это их вой. Северных волков очень сильно отличается. Хожу здесь, проверяю все. Ночной обход. Выключаю везде свет. Сина у нас в будке спрятался. Луя лежит там в уголку. Куба тоже в будку спряталась. Вега, ну все, хватит облаивать. Хватит, девчушка. Тоже в поведении меняется, как будто тоже беременная. Ладно. Это точно беременная. Да?
Уже точно. Машина до сих пор не отогрелась. Не знаю, сколько она может греться, но на ночь оставлю эту пушку.